Аганодерма, здесь слово дерма. Агана означает красивая, чистая, свежая, блестящая, то есть здоровая кожа. Кожа – это зеркало здоровья. Перед вами очень маленький разрез кожи. Конечно же, это увеличение в 1000 раз. Что собой представляет кожа? Самый верхний слой, называется он эпидермис, то есть то, что находится над кожей. Вся кожа относится к структуре соединительной ткани. И вот верхний слой ее, эпидермис, он имеет свойство постоянно заменяться. Он слущивается. И за годы своей жизни слущивающийся эпителий где-то доходит до 18-20 килограмм. Но все зависит от состояния наших кожных покровов. Вот это кусочек эпидермиса. А остальное сама дерма. Дерма или кожа. Что же мы видим в нашей коже? Продольная, поперечная. Это все кровеносная система. Это венозный шар, это артериальная кровь, то есть самые мельчайшие капиллярные сосудики находятся здесь у нас в коже. Потовые железы открываются здесь на уровне эпидермиса, что в 1 квадратном сантиметре находится в среднем около 100 потовых желез. То есть мы в целом кожу можем отнести также и к эндокринной системе. Особенностью кожи является наличие в дерме луковицы волосяного мешочка, который выходит на поверхность кожи. Сальные железы и первичные, самые нежные волоски мышечной ткани. Кожа выполняет массу функций. Какой же объем занимает кожа в нашем теле? Где-то 1,5-2 квадратных метра. Кожа содержит где-то около 80% влаги, у детей ее больше, значительно до 90%. А она обладает массой биорецепторов. Нервные ткани, которые обладают тактильными свойствами и свойствами ощущения. То есть ощущение жары, ощущение холода, прикосновения приятные или неприятные. А какие же функции выполняет наша кожа? Ну, прежде всего, это барьерная функция. Кожа отделяет нас от внешнего мира, внутренний наш мир, внутренние органы системы отделяет от внешнего мира. То есть это своеобразный барьер между организмом и внешней средой. И эта барьерная функция теснейшим образом связана с защитной функцией. Кожа защищает нас от механических, физических, биологических воздействий, от инфекционных агентов, обменную функцию. Коллагеновые волокна, в них до 80% влаги. Но здесь не только влага, здесь же находятся микро- и макроэлементы. С потом выходит из организма определенное количество микро- и макроэлементов. И в целом где-то через кожу выделяется до 500 мл воды с потом. И с солями вместе с водой и потом выделяются также токсические вещества. Вот поэтому-то она участвует в обменных процессах. Не только в водно-солевом, но и в микроэлементарном обмене веществ. Витамин D образуется под действием ультрафиолетовых лучей. Кожа благодаря ультрафиолетовым лучам образуется витамин D, который участвует, без которого не могут проходить фосфорно-кальциевый обмен. То есть вот таким вот образом участвует в обменных процессах. Функцию терморегуляции. Через кожу мы можем определять и температуру своего тела, но кожа защищает нас от переохлаждения и от перегревания. И 80% тепловых потерь осуществляется именно через кожу. Она может быть потемневшей, она может быть покрасневшей. Все зависит от того, какая температура
вокруг нас или какая температура внутри нашего организма. Осязательная функция. Именно благодаря тактильным рецепторам через эти нервные окончания это самая высокочувствительная зона, имеет где-то около 300 чувствительных точек на 1 квадратный сантиметр. Иммунологической. Она очень тесно связана с защитной функцией. Почему? Потому что здесь есть не только кровеносная система, но здесь есть сосудистая лимфатическая система. Всякая лимфатическая система связана с иммунной системой. Тоже связана с информационной функцией. Говорят, что глаза на кончике пальцев. Потовые железы выделяют пот и выделяют также сальные железки, обеспечивают вывод жира. Именно этим объясняется то, что кожа лоснится. Принимая наш замечательный продукт, именно он через кожу обеспечивает выход наружу и делает нашу кожу чистой, блестящей и свежей. Дыхательная и газообменная. Кожа проницаема для газов, для летучих жидкостей. Она также выделяет углекислоту и поглощает кислород. Все это позволяет нам сделать вывод о том, что кожа обладает исключительно важным значением для деятельности нашего организма. И от того, какова наша кожа, зависит очень многое, начиная от психологического состояния человека и кончая его здоровьем. Коль скоро кожа болезненная, это влияет на человека. В каком состоянии может быть кожа при тех или иных заболеваниях. Экзема. Экзема появилась после аллергического заболевания у ребенка. Покраснение, высыпание. Это, как правило, чем сопровождаются кожные заболевания? В пузырьках, страдающие глазки. И здесь ребенок тоже мы видим покраснение, высыпание, страдающий, плачущий. Сегодня наиболее часто vitiligo, псориаз, массированные высыпания, покрасневшая кожа, лишенная меланина. И то, и другое есть результат нарушения обменных процессов. Суто кожные проблемы – инфекция. В нашем организме действует одна очень важная закономерность – сбрасывать грибковую инфекцию через кожу. Все, что появляется на коже, шелушащееся, трескающееся, зудящее, мокнущее, на любых местах, на ладонях, стопах, пальцах рук и так далее, это все есть проявление грибковой инфекции. И при этом прежде всего страдает лимфатическая система. Псориаз, то здесь самая главная страдающая система, кровеносная система и особенно плазма крови. Еще в 1985 году японские исследователи смогли выделить из гонодеровые кислоты С2 и Д как два основных вещества, которые способны освобождать гистамин. А именно гистамин, он-то и является причиной реакций аллергических, в том числе и кожных проблем. Были найдены алииновая кислота, был выделен иммуномодулирующий белок, а при кожных заболеваниях также нарушается деятельность иммунной системы, она снижается, что прежде всего влияет на лимфатическую систему, она и есть наша иммунная система. Так вот, был найден белок ЛНЖ8, который также работает и как особенно при аллергических дерматитах. При кожных заболеваниях наблюдается недостаток серы. Так вот, эту серу также обнаружили, флуоптосера, как раз она и была обнаружена как компонент гонодермы, работающий на уровне кожи, на ее основном компоненте на дерме. Циклооптосера действует на грибковую инфекцию. Что мы рекомендуем при этом? Как внутрь, так и снаружи.
Ну, внутрь, конечно, наша базовая продукция, Гана и Экселиум. Работают они вместе в 5 раз сильнее, ибо они гармонизируют друг друга. Если Гана – это споровая часть гриба, то это мицелий гриба, и все кожные заболевания, кожа имеется множество нервных окончаний, и поэтому Экселиум крайне необходим при кожных заболеваниях. Тем более, что кожные заболевания нередко сопровождаются зудом, болями, расчесами, и поэтому вот противовоспалительные свойства, успокаивающие свойства Гана Экселиум, они очень важны и нужны при кожных заболеваниях. Какие же мы выделяем кожные проблемы или кожные заболевания? Именно микозы или грибки – это собирательное название группы инфекционных заболеваний, причина которых патогенные грибы. Вот этих патогенных грибов, их около 380 видов. Наиболее часто встречающиеся у нас это трихотития или стыдущий лишай, который поражает как кожу, так и волосы, продукцию на лицо, на голову, с тем, чтобы снимать вот эти элементы. Паразитарные заболевания кожные – это воздействие на кожу паразитов. Эти заболевания паразитарные присущи кожным заболеваниям. Это чесотка, это педикулез, это гемодекоз. И сопровождаются они воздействием паразитов на кожу, их выделениями, слюны и так далее. И типичные признаки – зуд, покраснение, болезненность. Вирусное заболевание кожи, которое в последнее время приобретает все больше и большее распространение. Использовать гель, помазать это место гелем и поддержать открытым это место. К кожным заболеваниям относятся так называемое вирусное заболевание, вирус ветряной оспы. Это очень болезненное состояние, оно получило в медицине название опоясывающий лишай. Наша продукция вся работает на это заболевание. Вирус папилломы человека или так называемые бородавки, которые очень досаждают женщин, ибо они появляются мелкие бородавочки, как правило, на шее. И кто использовал в полной мере мыло и зубной гель, увидели на себе, как работает эта продукция, снимая вот эти бородавчатые разрастания. Это вирус папилломы человека. Пиодермии, то есть это гнойничковые заболевания, вызываются гноеродными микроорганизмами, гнойные высыпания в слои кожи, не только эпидермис, но и дерму, и эпидермальные слои. Они захватывают также подкожно-жировую клетчатку, и они тогда превращаются в очень серьезные гнойники. Как появляются кожные заболевания? Ну, прежде всего, они появляются в виде сыпей или высыпаний. Нет ни одного кожного заболевания, которое не сопровождалось бы этими симптомами или этими проявлениями. И вот эти сыпи бывают первичные и бывают вторичные. Особенностью первичных сыпей или первичных высыпаний является то, что они появляются на неизмененной коже. И это различные пятна, либо бесцветные, либо наоборот измененного цвета. Это петехии, это мелкие высыпания, которые сопровождают кожу при инфекционных заболеваниях, при коре особенно, при скарлатине. И вся наша продукция, вот эти первичные изменения способна убрать. Вторичное изменение кожи – это язвы.
И с такими язвами, эрозиями мы с вами встречались, когда рассматривали тему диабета. Это чешуйки. Особенностью псориатической чешуйки, они могут быть не только псориатические. Чем отличаются чешуйки при дерматозах от псориатических чешуек? Это тем, что если вы пальчиком или ноготочком осторожно сняли эту чешуйку, то, как правило, при псориазе обязательно покажется кровь. При дерматитах, как правило, нет рубцы. Рубцы после ожогов, ссадины, которые нередко бывают, трещинки, корки, пелида и гипо- или гиперпигментация при тяжелых заболеваниях имения подпочечников. То есть вот такие проявления известные, знакомые, видимые нам. И все эти проблемы решатся нашей продукцией.